Всем привет из солнечного Крыма. Феодосия Сити на связи. Приехал в Феодосию. Поменял цепь, то у меня вчера порвалась цепь. Второй раз уже за месяц вроде поставили. Сейчас посмотрим. Дети. Плюс 18 сегодня. Ветрено. Едем кофе пить. Ветрено, но тепло. Вот и набережная. Сейчас возьмем кофейка. Девочка прячется от родителей. Сейчас возьмем кофе, бахнем, посидим минут 5 и поедем домой в Орджоникидзе. Может, заедем в Коктебель. Думаю, успеем. Да, выходной день людей гуляет больше, чем в будний день. Наше кофе дальше. Наша кофе где-то здесь. Наша кофе где-то здесь. А чё, их нету? Ушли на перерыв. Подождем. Подождем кофе. Она пошла
туалет. Включение из Фиа-Сити. Едем назад в Орджоникидзе, но если сильного ветра не будет, заедем на звездопад воспоминаний. Посмотрим его. В общем, посмотрим, как эта цепь новая не порвется. То у нас замка нового, блин, нету с собой. Так, если где-то по дороге порвется, то как бы не очень. Солнце, блин, ничего не видно. Слепит солнце. Зеленый, блин, не успеем. Чуть-чуть не успели. 5-4, блин, надо было втопить. Теперь придется стоять ждать. Постоим.
Подождем. О! Проедут сейчас все. Этот, давай. А, блин, еще одна там машина. Сейчас проедем. Надо фонари будет включить там где-то дальше. Так, тут едут ребята. Сейчас посмотрим. Там светофор загорается, не? Вот, можно проехать сейчас. Все, погнали. Ветер такой, блин, все равно, хоть и тепло уже, третий день, а ветер падлюка. Сейчас включим освещение. А то солнце светит, чтоб нас было видно на дороге. Ой, включен даже один. Включился сам, что ли. Ну все, погнали. Сейчас нам надо развернуться. Никого нету. Вот, чтобы не стоять на перекрестке там, то можешь машины ехать, а я только буду тормозить движение. Да, ветер, блин. Встречный. Но сегодня двоих или троих велосипедистов видел. С Феодосии ехали в сторону Орджоникидзе. А одна вообще девчонка ехала в шортах вообще. В кофте, в какой-то легкой курточке. И в шортах, блин. Ну, в шортах рано еще все равно. Хоть даже днем, ну, блин, все равно рано еще. 18 градусов, а плюс ветер. Не знаю.
рано еще в шортах ездить. В шортах это в мае надо. Хотя бы. Но не сейчас. Сейчас вообще рано. Рано, еще рано. Ветер, да. Но все равно мы идем 25 на подъем. Еще ветер. Не знаю, ехать на звездопад воспоминаний или нет. Надо подумать, кто там такой ветруганище, я представляю. Хотя может и нет, может в той стороне ветра нету. Ну посмотрим, да. Может просто поедем в Коктебель до смотровой площадки и назад. Посмотрим. Крутим, 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 крутим. На подъеме здесь ветер, блин. Ветра эти, конечно, да, кумарят. Зато можно сбросить вес. Капец, ветер. Просто сдувает с ног. Капец. Капец. Ветер. Да уж. Завтра уже 1 апреля. Никому не веря. Сигналит наверху кто-то. Кто-то сигналит.
Сейчас уже смотришь, уже начали выкатываться на велосипедах. Все больше и больше народу ездят сейчас. Сейчас чуть потеплеет. Собаки, да? Не. Сейчас чуть потеплеет, можно уже будет и в Судак ездить. Новый свет. Ну вот когда 20 градусов нормально. Хоть и ветер, как бы ехать можно. Тем более если ехать из Судака или из Нового Света, то кайф. Может быть такое. Ух ты, ветер. Боковой сюда. Вот боковой дует. Капец. Боковой ветер. Сдувает с ног. И может быть такое, что ты когда едешь из Судака, из Нового Света, то ветер тебе в спину. Может быть. А может и не быть. Это надо уже, да, смотреть. Но это я так что-то думаю, что... Но летом, вот сколько я ездил, в основном ветер, если был, то он был боковой, либо в спину. Редко когда был встречный. Но летом лишь погода другая. Посмотрим. Хочу вот в апреле махнуть. Капец, ветер. Жесть. Посмотрим, не будем загадывать. Поедем, нет. Поставил цепь новую. Shimano M8000. Специально для e-байков. Стоит дороже, чем обычная цепь. Ну, где-то в раза два дороже, а то и в 3 даже. Обычная цепь стоит около 2-3 тысяч. А эти стоят для e-байков 8 тысяч, 9 тысяч. Но она типа усиленная. Ну и естественно, типа якобы срок службы дольше. Ну, раз на раз все равно не приходится. Бывает такое, что купишь, месяц поездишь, а она потом все начинает уже рваться. Так что это как они там, смотря где купишь. Подделка, не подделка, брак, не брак. Вот. Но у меня сейчас стоит здесь трансмиссия Shimano M500. Это то есть 11-скоростная. Скоростная и это и кассета M500 1151, задний переключатель,
Shimano M5100. Такая длинная, самая длинная лапка. Потому что на такую кассету с короткой лапкой или со средней лапкой не подходит. Вот на кассету 1151, чтобы переключалась нормально, надо искать самый длинный задний переключатель вообще, который есть. Вот Shimano M5100 и какой-то еще там, ну в SRAM там есть, не помню, по-моему SRAM, какой же там называется он, M5100, сейчас я вспомню, SRAM GX и SRAM NX. Но дело в том, что надо ставить либо SRAM полностью трансмиссию, либо Shimano. А если у тебя часть будет стоять SRAM, а часть Shimano, то это уже такое ерунда. Оно все равно работать нормально не будет. Надо либо SRAM ставить, либо Shimano. Вот у меня из SRAM была NX трансмиссия вся. И была SRAM GX. Ну, скажу так, SRAM NX, по-моему, более-менее нормальная. А SRAM GX, там оно, задний переключатель, там у них вроде самых длинных нету. А у SRAM NX есть только кассета 1150. 1151 нету. И у GX, по-моему, тоже 50 максимум. То есть 51 звезда, это самая большая. И на ней на любую гору вообще заезжаешь на электричке. На обычном велосипеде в какие-то горы можно заехать, но все равно не на все. А на электричке, на вот этой кассете вообще любые горы заезжаешь абсолютно. Ну, естественно, велосипед сам же за тебя не заедет. Все равно ты крутишь педали. Особенно если суровые подъемы, там нагрузка. Ого-го. Вот. Ну тут по Феодосии, тут вообще я в любые горы заезжаю. Тут нет таких гор вообще, чтоб я не заехал. А вот в Ялте, в районе Ялты, там есть такие места, что подъемы такие, что хера ты заедешь. Но там не все, там есть, да, места, что можно заезжать. А можно и нет, и не заезжать. Ну, я с товарищем катался. Мы там заезжали, ну везде просто. Мы там по всяким лесам ездили. В районе Айпетри, там в районе Иографа. Не знаю, все вообще мы места, почти везде мы поднимались. Причем я с товарищем ездил. Это была у меня этот был у меня байк. Куб был. Там была крутящий момент 75. Как-то там ньютонометров, как оно там. А здесь 85. Здесь еще мощнее. Ну а моторы все равно у всех одинаковые. 250.
Просто вот они экспериментируют. Там второе поколение было, третье, четвертое, и вот они экспериментируют с этим, с крутящим моментом. Было там в районе 60 с чем-то, потом 70, потом вот почти вот 90, сейчас есть и 95 или 92, но это не во всех моделях. А вообще лучше всего, вот сколько я слышал, сколько товарищ рассказывал, лучший мотор это Bosch и этот. Сейчас скажу, как он называется. Блин, есть моторы Shimano, но их что-то не очень. Вот Bosch и как-то вторая фирма называется. Как же она называется? Bosch. На этих они стоят. Блин, забыл название, как же этот мотор называется. Ладно, потом вспомню, скажу. О, туман. Ничего себе. Вон он. Туман. Капец. Сейчас там потом встанем. Посмотрим. Опа. Да, туманчик такой. Прохладненько, блин, что-то сегодня не так тепло оделся, а ветер все-таки дует и свежо так. Но так, не знаю, ехать на звездопад. Время как бы есть, блин, а прохладненько. В принципе, на спуске потом оденем масочку, чтобы теплей было. Ого, туманчик. Прикольно. Бля, он посередине. Красиво смотрится отсюда. Сейчас заснимем.
надо ехать на звездопад воспоминаний. Сейчас надо сходить по важным делам. О! Вон красота. Такой туманчик лежит. Там он вообще как-то бель закрыла. Не поднялась выше до самого Карадага. Внизу лежит. И там он тоже. Да. Так, ну чё, поехали на звездопад воспоминаний. Катнем. Время вроде бы есть. Можно катнуть. Вау. Время есть. Как раз на закат. Успеем на звездопад. Сейчас очки надо одеть нормальные. Но в этих уже так видно не очень. О, в этих лучше. Да что такое там? А, вспомнил, как эти штуки называются. Ну, их называют кормушки. Две кормушки купил, чтобы не возить с собой рюкзак. Покидал туда насос, отвертки всякие там, набор инструментов, ну такое самое, как, короче, необходимое. И все, и не надо возить с собой рюкзак. Налегке вообще едешь, и все. Налегке едешь себе, и все. А то рюкзак весит где-то под килограмм. Грамм 700-800 где-то по-любому весит. А 700 грамм возить с собой 40 километров, как бы спина все равно устает. Но это прям уж если что-то надо там взять, то да, уже надо и брать рюкзак. Но это самое необходимое такое, там я не знаю, что. Вау. Фух. Спускаемся в деревушку подгорная. Или это южная? Нет, это вроде подгорная. Сейчас посмотрю по карте. Вроде бы подгорная называется. Сейчас станем. Скажу. Точно скажу. Чтоб уже тоже я
запомнить. Подгорная, да, южная, левее, южная вот там вот. А это у нас подгорная. Тракторец что-то ездит. Землю убирает. Ну да, землю равняет. Землю, да, убирает. О. Да, на скорости так дует ветер такой, ух. Вон люди тоже едут на звездопад воспоминаний. И мы сейчас тоже поедем. Он тоже спустился, а он 2 машины поехала, а 4 машины спускается. Сейчас махнем. Вау. Там никого? Не-а. Ну погнали, раз никого. А куда они все? Еще не все ездили на звездопад воспоминаний, а поворачивают сюда. На Феодосию едут, чтобы не ехать через Орджоникидзе. Получается так. Отсюда до звездопада воспоминаний полкилометра, что ли. Вот еще один поворачивает. Ля-ля, вдвоем поворачивает. Капец, идиот тут. Вот дает, блин. Моргает типа ему. Спасибо. Подрезал его нормально вообще так. Подрезал его, а он, тропа, я по ней заезжал и спускался. Гора Клементьева прямо. Да, ну сейчас то будет нам жарко. А вот назад будем
Спускаться назад прохладно. Хорошо, что сделали полосу как раз для велосипеда с правой и с левой стороны. Так, сколько там у нас на часах? 18:49. Нормально. Тут. Какой-то там водоемчик, что ли, виднеется. Он там не доезжает трассы, на которая на Симферополь идет. Между вот мной и трассой той посередине. Фух. Тут. Таблички всякие, типа заповедная зона, там все дела. Фух. Вон он, туман. Капец. Да. О! Давай, братан, газуй на Peugeot. О, только что шкета была вроде бы. Что опять? Да нет, это кто-то другой уже. Фух. Да. Вот мы и поднялись. Фух. А тут просто закат, ну он чуть туман он есть там, да. А здесь как раз мы сейчас будем по нашей грунтовой дороге ехать, там внизу ехать. О, 450 метров высота звездопада воспоминаний. Что там я смотрю, машин полно. Машин полно. Не, ну красиво там вообще внизу облака такие. Плюс вот такой закатик вот здесь. Красиво.
Ого, машин капец. Ну, сейчас заснимем. Да, хорошо. Прокатнулись. Давай, тетя Мотя.